Мы с вами находимся в гостинице «Октябрьская», где в каминном зале через несколько минут начнется торжественная пресс-конференция, посвященная вопросам развития сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Венесуэла. В этой встрече примет участие временно поверенный в делах посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Альваро Энрике Санчес Кордеро. Я рад приветствовать вас на традиционной, уже 10-й встрече солидарности с Боливарианской Республикой Венесуэла. Встречаем в гостях посольство Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации. Ahora puedo contar un poco sobre nuestro centro para el señor Álvaro. Мы начали свою деятельность в 2007 году. Empezamos nuestras actividades en el año 2007. Во время приезда сеньора Уго Чавеса в Российскую Федерацию. Durante la visita del señor Hugo Chávez a la Federación de Rusia. Мы были очень впечатлены мужеством этого человека, его идеями. Por eso para nosotros es un gran honor poder recibirlos hoy acá. Мы хотели бы подарить вам небольшой подарок на память о нашем городе. Y nos gustaría hacerles un pequeño obsequio como recuerdo sobre nuestra И мы ciudad. надеемся, что вы будете часто посещать нас. Наша работа будет Vaya a наполнена. visitar muy frecuentemente nuestra ciudad. Es un libro. No, aquí el compañero, mi nombre es Álvaro Sánchez, yo llegué apenas. В первую очередь я хотела бы представиться, как уже сказал Егор, меня зовут Альваро Санчес. Я приехала в Российскую Федерацию только месяц назад, и моя миссия – это возглавить посольство и реализовать все предусмотренные нами планы, и у многих из которых очень ясная политическая цель направлена. Más del 90, casi el 100%. В чем же состояло преступление Боливарианской революции, что оно вызвало столько сопротивления против Уго Чавеса и Николаса Мадуро? Я могу сказать, например, привести пример таких преступлений. Например, 5 миллионов человек из бедного состояния перешли в средний класс. На встрече с петербуржцами венесуэльские коллеги рассказали о сегодняшних социальных, экономических и культурных аспектах развития современной Венесуэлы. Были затронуты и сложности во внешнеэкономических взаимоотношениях с соседними странами. Было озвучено, с какими вопросами столкнулось нынешнее правительство страны, возглавляемое Николасом Мадуро, наследником и продолжателем идей Уго Чавеса. Какие конкретные планы, может быть, мероприятия вы видите в ближайшем будущем? Конечно, для нашего центра очень важно сотрудничать с посольством. Это мероприятие было для нас традиционным, и, конечно, они будут продолжаться в дальнейшем. Но посольство находится в Москве, а мы продолжим свою работу в Санкт-Петербурге. Соответственно, это различные культурные мероприятия. Мы проводим кинопоказы фильмов о Латинской Америке или латиноамериканских фильмов. Это лекции, опять же, об истории, о политике, о культуре Латинской Америки. Это не только Венесуэла, это и Куба, другие страны, которые придерживаются каких-то социалистических взглядов, для которых важнее, чем деньги, отношение к своему собственному народу. Спасибо. А как вы оцениваете сегодняшнюю встречу? Я оцениваю сегодняшнюю встречу прекрасно. Когда мы начинали 9 лет назад, нас было двое. Сегодня нас было 50-60 человек. Александр Сергеевич, ваша точка зрения по поводу перспектив дальнейшего сотрудничества России и Венесуэлы? Особенно в период этого достаточно жесткого кризиса, который сейчас мы переживаем. Я думаю, у нас, как-то ни странно, гораздо больше общего, чем разного. Я бы так сказал, что Венесуэла – это латиноамериканская Россия, с такой же структурой экономики, зависящей от нефти прежде всего, достаточно сильным расслоением населения на бедных и богатых, и имеющих, кстати, и общих врагов. Я не могу боюсь этого слова, потому что и Венесуэла, и Россия подвергаются экономическому, прежде всего, и политическому давлению Соединенных Штатов. И в этой части у нас есть общие интересы. И в отличие от Венесуэлы, которая только национализировала не так давно эту отрасль,
впервые получила в руки это действительно золотое дно. Все-таки это Венесуэла имеет крупнейшие запасы, разведанные запасы нефти в мире, в отличие от нас, которые имели уже такой опыт. И в этой части связь между нашими секторами нефтяными, между нашими промышленными предприятиями, которые работают в том числе на нефтянку, имеется в виду наш в том числе и Кировский завод, я так думаю, что взаимодействие, может быть, и будет взаимно полезным. Во-первых, мы поставляем прекрасные машины, дешевле, которые и лучше по качеству. Во-вторых, Венесуэла может избавиться во многом от зависимости от поставок, даже там через какие-то там третьи страны, этого же оборудования, американского или какого-то западноевропейского. Ну вот вы, как представитель исполнительных органов государственной власти на данном мероприятии, вот какие конкретно мероприятия вы готовы реализовать совместно с консульством Венесуэлы в ближайшее время, в 2016 году, в 2017, вот конкретика какая-нибудь есть? Да, во-первых, у нас в нашем городе действуют структуры экономических сотрудничеств со странами Латинской Америки. У нас есть торгово-промышленная палата. И, на мой взгляд, взаимодействие между государственными структурами и частным бизнесом и Венесуэлы, и России может быть и должно быть полезным, в том числе по взаимным поставкам. А конкретные мероприятия какие-то? Нет, я могу сказать, что... Совместные поставки? Поставки, да. То, в чем заинтересован город наш, это поставки нефтедобывающего оборудования. ПКБ «Автоматика», как дочерняя фирма Кировского завода, имеет налаженное производство и может продавать не только внутри России, но и за границу такие комплексы. Людмила Никитина, Михаил Иов, специально для телерадиокомпании «Царское село».